Испытано на себе. Порой, чтобы показать вам красивые места, приходится пробираться сквозь таежную чащу, преодолевать речные пороги, карабкаться по Курумнику и Сланику. Неужели в Якутии, чтобы добраться до красивого места, нужно пройти через такие вот подобные испытания? А нет, и в этом выпуске мы с вами посетим доступные, но не менее прекрасные и красивые места. И на горизонте у нас остров Ан. Испытано на себе. Всем привет! Программа «Испытано на себе». И испытание первого дня, я скажу вам, далось в относительном комфорте. Первый раз в Якутск ехал на поезде. Мне понравилось. Наверное, впервые за всю историю пребывания в Якутск я приехал бодрый, выспавшийся. Нюргун? Да, приветствую. Снимаю. Здравствуйте. Так, сейчас. Вот такой комфортный микроавтобус. Ну и как мы видим, друзья, что все-таки тайга горит у нас. Каждое лето у нас горит тайга. И вот дымка и запах немножко ощущается, что уже где-то рядом она тут горит. Поэтому нам в этом районе нужен дождь. Мы готовы даже пожертвовать солнечным загаром, лишь бы остановились пожары. Но пока едем, дорога нормальная, все комфортно. Приятным бонусом при трансфере на остров Ан является остановка в зоопарке Ортодойду. Вкратце пробежимся. Зоопарк в лицах. Сейчас небольшой обзор по данной турбазе, которая называется Ан-Тур. И почему, собственно, я выбрал это место. Ну, во-первых, смотрите, все в формате кемпинга. Есть даже формат глэмпинг. В одном из таких я проживаю. Он, кстати, уже обозначился, заметьте, в качестве штандарта полотенца. Уютное бунгало, скажем так. Вот такая вот, заметьте, кухонная зона. Все выдержано в таком интересном стиле. Что бунгало, что кухонная зона. Можно на костре готовить. Но для удобства есть также газ.
газовая плита, баллон. Здесь моем посуду. Вот, собственно, сама посуда. Но почему я выбрал это место? Потому что мне показалось, стратегически оно очень выгодно находится, как раз в самом эпицентре. Отсюда одинаковое расстояние до пещеры желаний, до стоянки первобытного человека. Отсюда, в принципе, можно в пару часов добраться до Ленских столбов, вернуться обратно, поехать в другую сторону на описанные скалы, рисунки. В общем, мне показалось это довольно-таки интересно. И плюс ко всему, это остров, друзья, не забывайте, что это остров. И я всегда мечтал пожить на острове необитаемом. Клюет? Да нет. Рыбы. Нету рыбы. Да. Наверное, А на что ловишь? На что ловите? на рыбу, На червяка или там на хлеб? на хлеб. На хлеб? Надо на червя, на червей накопать, на червяка-то сразу будет клевать. Рыбы вон. Все как в детстве, друзья. Палка, леска, крючок, червяк. И река Лена. Ну, ловись, рыбка большая и маленькая. Вот так вот, друзья, нежданно-негаданно. Думал просто пофилософствовать у реки. А вот окунечек поймал. Отпускай. Ну-ка покажи, подожди. Вот какой окунечек. Вот так вот. Открыл сезон рыбачий. Где бы то ни было, на Лене. Испытано на себе. Село Еланка, основанное ямщиками. Еще вон, при царе Горохе. И вот один из первых домов уцелел до наших дней. Сейчас здесь, конечно, расположено на территории много туристических баз, а также дачные участки. Но вот такой домик стоит, как напоминание о истории покорения, освоения берегов реки Лена. Село Еланка основали ямщики. И, видимо, здесь был на пути стоял постоялый двор, где они меняли лошадей, отдыхали перед дальней дорогой. Ну, природа здесь по-своему уникальная. Ох, какой вид, а! Ну, друзья, ну, где там Волга, матушка-то, а? Вот, Лена, матушка наша, которая дала жизнь нашему региону, да? Так, сцена. Здесь, видимо, концерты проходят, да? Представьте, да? Ох ты! Ох ты, с таким видом, да, на таком фоне песню петь. Ах,
Но почему? Был светофор зеленый. Спасибо, аплодисментов не надо. Мы двигаемся дальше. Так вот, часовня. Ну, красиво, как дышится. Свободой. Прям вот в прямом смысле свободой. И даже несмотря на то, что все в дымке, все равно красота неописуемая. Наша вот, прям наше все. Река Лена. Наша жизнь. Основная артерия наша. Красивая река, мощная. Ух. Прям горжусь, что могу прикоснуться и искупаться в этом. В 15 километрах от острова есть еще одно чудо природы, явление природы, которое прозвали пещера желаний. Такой вот сквозная арка, я бы сказал, здесь на самом берегу Лены. И если пройти под этой аркой и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Ну что, попробуем, проверим, испытаем, так сказать, на себе. Надо всего лишь что пролезть на этот самый верх. Но для начала нужно загадать желание. Так, что же я хочу? Ага. Я хочу, чтобы у меня всегда была возможность посещать такие красивые места, показывать их вам. Ну и, конечно, чтобы подписчиков на ютубе было побольше. Ну что, в путь? Однако скользко. Угловато. Если честно, я так и не понял, спускаться-то где? Или где-то там. Идем по тропинке. Ох, мальчик, чуть не упал. Мы прошли с косярку. Ну все, спустился. Фух. Ну, в принципе, ради такого желания даже и не трудно. И не уморился. Фух. Теперь для моего зрителя. Так, вот сейчас мы с тобой сюда вместе пройдем. Теперь, внимание, кто у экранов смотрит мой видосик. Давайте загадаем желание. Давайте. Так, 3-4. Загадали? Ну, теперь поехали. Все, чтобы оно у вас обязательно исполнилось. О, поехали. Так, сейчас я руку освобожу. Последний шанс. Загадывай желание. Загадали? Так, теперь сюда. Ну что, поехали, чтобы оно у всех сбылось. И у вас, и у меня. Опа. Раз, два. Раз. Так, вы отойдите, пожалуйста, да? Сейчас бухам. Оп. Там. Опа. Как будто вы. Надеюсь, ваше желание стоит того. Давайте. Все. Загадали? Фу. Ну а теперь, чтобы оно действительно возымело силу, нужно еще кое-что сделать. Поставить лайк под этим видео и подписаться на канал. Да, шучу. Так, ну что, поехали дальше. Это вы знаете, кто живет в горах, те знают, чтобы задобрить невесту,
доказать свою любовь. Мужчины в горах ищут цветок эдельвейс, срывают его и дарят ей возлюбленной, тем самым выражая свою любовь, свои отношения. А меня просто попросили набрать чабреца к вечернему чаю. Горный чабрец. Доброе утро. Отлично спалось. Погодка сегодня шепчет, солнечно. Правда, все-таки дымка от пожаров не прошла, но не так критично. Итак, мы на острове Ан. Сегодня по плану у нас экскурсии. Сейчас первая из них на поляну, где цветут цветы сарданы. Потом купание, рыбалка, Ленские столбы, пещера желаний. В общем, день обещает быть насыщенным. Вот у нас гости села Йенгра тут, где бы, сказалось бы, еще встретились, да? Доброе утро! Здравствуйте. Как спалось? Хорошо. Вот такой веселой компанией мы отправляемся в новый день приключений. Находясь здесь, на берегах реки Лены, уже перестаешь удивляться. Но все же, еще одно природное явление. Песочная гора, песочный такой огромный, как в виде огромного бархана. Тукулан. В переводе с авенкийского тукула значит песок. Соответственно, Тукулан, значит, песочная гора. Ну, огромнейший бархан. Красиво где-то здесь посреди тайги, соснового бора. Ну и такое одно из излюбленных мест для экзотического песочного серфа. Любители здесь некоторые, говорят, на сноубордах любят съезжать прям в реку. Еще одно сакральное место показали мне. Это вот здесь, если вы видите, вот чуть выше меня сзади, нарисован шаман. Причем этот рисунок направлен как раз в ту сторону, где встает по утрам солнце. И вот обратите внимание, как он поднимает руки, как раз символизирует, как народ Саха встречает новый день, новую эпоху и солнце. Дальше, чуть выше, 3 кругляшка. Это означает 3 мира, да? Все мы помним, это есть подземный мир, наш мир осязаемый и верхний мир. Над кругляшочками видим такие палочки, да, штрихи стоят. Их ровно 9, это как 9 божеств, 9 уровней. Да, это те, кто отвечают за наши проявления, за нашу жизнь. В общем, вот такое сакральное место.
И сюда любят приезжать и встречать именно рассвет в ночь с 21 на 22 июня. Самый длинный день, когда идет солнцестояние. Интересное место, конечно, мистическое. Места силы. В знак этого сакрального места мы повязываем вот эту солому. Тем самым показывает, что мы чтим традиции и зов наших предков. Идемте. Причем я бы сказал, это не сколько пещера, сколько больше на такой интересный, красивый грот похоже. Я думаю, в большую воду. Здесь вода сюда заходит. И вообще красиво. Можно прямо в этот проем. Мне кажется, можно на лодке заходить сюда. Вообще красиво. Это апогей моей робинзонады, энкода моего путешествия. Природный парк Ленские столбы. Вы знаете, за чуть меньше, да почти полвека своей жизни, каюсь, впервые добрался сюда. И то, что покуда я увидел с речки, конечно, меня поразило. Исполины, мощь, красота. Но сейчас для полной уверенности, что ты здесь был, необходимо преодолеть, как говорят, 800 ступенек, подняться с набором высоты где-то в 300 или 200 метров, но по тропинке расстояние, которое 2 километра. 2 километра, 800 ступенек и пошли вверх. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо голубое. Это все мое родное. Всех люблю на свете я. Это родина моя. Не знаю, друзья, правда это или вымысел, хайп или не хайп, но сама история мне понравилась. Так вот, для красивой воссоздании компьютерной стены северной границы 8-го сезона «Игры престолов», так вот, для реализации компьютерного проекта натурные съемки якобы для той стены брались непосредственно здесь, на Ленских столбах. Приезжала съемочная группа и снимали натуру. Так что 8-й сезон «Игры престолов», стена
на севере была воссоздана на компьютерной графике, но за основу лежат натуральные съемки. Натура как бы снята с Ленских столбов. Вот. Не знаю, опять же, хайп это или не хайп, но сама история имеет место быть, и мне она нравится. Фух. Фух. Но почему-то есть такое предчувствие, что все это не зря проделано. Вон какая беседочка сейчас. Ой, с таким видом. Ну что, мы сделали это. Сейчас отдышаться, хлебнуть чайку, собрать квадрокоптер и Art of Fly from this Yakutia River Lena. Да, простите за мой ломаный английский. О, в какой республике мы живем, а? И связь ловит. Ха-ха! Вот они. Вот они. Доступные, но прекрасные и красивые места. О, вот это шикардос. Вон лавочка, надо обязательно посидеть. Опа. Та-дай-да-дай-да-да. Посиди со мной, посмотри сюда, посмотри туда. Кругом красота. Вообще. Есть, конечно, одно небольшое сожаление. То, что я сюда попал до полудня. Хотя всегда с точки зрения кинематографии я мечтал попасть на закате. Когда солнце садится там. И все отражение на этих столбах. Они тогда величественнее еще становятся. Все тени играют, краски. Вообще просто фантастика. Фух. Ну вот оно, друзья. Мое главное селфи этой поездки. Опа! Это был удивительный познавательный вояж. Река Лена, по берегам которой сохранилась история, наша с вами история, вплоть до 9 колена, если не больше. Ну, а время и природа сотворила уникальные памятники. Так что прям рекомендую к обязательному посещению, если вы еще по какой-то либо причине там не были.
Ну а что касается моего путешествия, то его организовала и реализовала компания «Антур», за что им огромное спасибо. Так что, если вдруг соберетесь в те края, то рекомендую. Информация и контакты оставлю в описании к видео. Ну, а что касается красивых, но труднодоступных мест, и если у вас нет причины их посетить, не переживайте. Подписывайтесь на канал, и обязательно их вам покажу. Сергей Козюра. Снято с любовью к родине.